Салам алейкум, Фимахову. Я приветствую всех, кто зашел посмотреть этот ролик. А, Сегодня мы поговорим об одном подкасте, который вышел на канале «Народы, факты и тайны». Ролик называется «Тайна черкесов. Древнейший народ, которого не должно было быть». Название очень интригующее, многообещающее, я бы сказал. Я его уже посмотрел, как вы успели догадаться, наверное. Но я решил в этом случае важным его еще раз пересмотреть, но уже с вами, и, скажем так, дать свои комментарии в некоторых случаях. Поэтому давайте сделаем таким образом. Я сейчас начну демонстрировать экран. Вот этот ролик. Представьте себе народ. Так, он называется, как я сказал, это «Тайна черкесов», древнейший народ, которого не должно было быть. Ролик не очень короткий, больше 1 часа, поэтому давайте мы поставим скорость 1,5. Надеюсь, что все будет понятно. Для того, чтобы, скажем так, у нас хватило времени как бы все рассмотреть, и я бы как бы вам не надоел своими рассказами. Так, все, начинаем. Народ, который пережил то, что по всем законам истории должно было его уничтожить. Представьте себе цивилизацию, которую загнали в море буквально. Тысячи людей утонули у берегов Черноморского побережья, спасаясь от наступающих войск. Представьте диаспору, рассеянную по 50 странам мира, от Иордании до Германии, от Турции до Соединенных Штатов. И теперь представьте, что этот народ не только выжил, он сохранил свой язык, свой кодекс чести, свою память, свою идентичность с такой точностью, что ученые смотрят на него с нескрываемым изумлением. Так, у меня сразу тут возникает вопрос. Автор говорит, что ученые смотрят на это все с нескрываемым изумлением. Понятие нескрываемое изумление — это очень сильное понятие, да? Поэтому было бы очень интересно узнать, какие ученые смотрят на черкесов с нескрываемым изумлением. Это ученые Кабардино-Балкарии, ученые России, ученые мирового уровня. Какие ученые смотрят с изумлением и почему они это делают? Почему они изумились, да? Вопрос возникает. Не знаю, может, я докапываюсь слишком сильно, но все-таки понятие «ученые смотрят с изумлением» — это прям как бы цепляет, да, поэтому хотелось бы знать конкретно, какие ученые на это смотрят и почему на это смотрят. Может, мы это поймем в дальнейшем, слушаем дальше. Это не легенда. Это черкесы. И сегодня мы открываем дело, которое историки предпочитают не трогать, потому что стоит потянуть за одну ниточку, и разматывается клубок, уходящий в глубину тысячелетий. Снова ученые не хотят почему-то трогать эту историю. А, Не знаю, почему не хотят. Возникает вот опять-таки вопрос, какие ученые не хотят трогать, почему не хотят трогать. Это какой-то мировой заговор против черкесов для того, чтобы там они не узнали свою историю. Да? Прям уже с первых минут ощущается какое-то изумление и вот нежелание, нежелание ученых заниматься, скажем так, историей черкесов. Клубок, в котором переплетены геноцид и генетика, древние мегалиты и современные лаборатории, рыцарские кодексы и дипломатические интриги великих империй. Кто такие черкесы на самом деле? Официальный ответ А Кто такие черкесы на самом деле? Как только вы в любом ролике слышите фразу «на самом деле», это у меня такой лайфхак, мой личный лайфхак, скажем так, а, этот автор, который говорит «на самом деле», уже говорит о том, что он претендует на абсолютную истину. Потому что понятие «на самом деле», оно очень большое, да. В этом случае ты берешься утверждать что-то очень однозначно, и ты прям очень сильно уверен в своих словах, и ты в буквальном смысле не оставляешь как бы другим людям иметь другое мнение по поводу этой ситуации. Поэтому, не знаю, вот лично мне вот эта фраза «на самом деле» очень не нравится. Лучше вообще отказываться, если кто-то ведет из вас публичную какую-то деятельность, то мой вам совет
отказывайтесь от употребления этого словосочетания. Оно слишком категоричное, мне кажется, грубое, и оно мешает как бы, такому спокойному восприятию информации, которую вы даете. Звучит примерно так. Коренной народ северо-западного Кавказа, говорящий на адыгских языках, Так, ладно, так. численностью около 7 миллионов человек. Так, ладно. Он тут говорит, что говорящие на адыгских языках. То есть автор считает, что мы имеем дело не с черкесским языком, не с адыгским языком, а адыгскими языками. Таким образом, он отказывает, скажем так, адыгам-черкесам в том, что они один целый народ. Тут есть две точки зрения. Да? Я думаю, что это для многих из вас не секрет. Официальная наука, скажем так, как минимум в России, считает, что мы имеем дело с адыгскими языками. Да, они родственные, да, у них один корень, но это уже разные языки. Поэтому понятие адыгские языки используется, скажем так, в лингвистике сейчас, и оно, скажем так, имеет такое научное измерение. Однако, если мы говорим о ненаучном измерении, а о каком-то социально-бытовом, может, не знаю, применении этого термина, то тут, я думаю, что может быть другое понимание. Почему? Потому что сами адыги-черкесы, они называют свой язык адыгэбзэ, да? Мы можем спросить у черкеса, который живет на побережье Шапсуга, на каком языке он разговаривает, и он скажет адыгэбз. Мы можем спросить в Моздокском районе Северной Осетии у какого-то кабардинца моздокского, на каком языке он разговаривает, он тоже скажет, что он разговаривает на адыгэбзэ. То есть сам народ определяет как бы свой язык одинаково. Мы считаем, что это один язык адыгэбзэ. Но, конечно, имеющий диалекты, безусловно, есть диалектные различия, оно объяснимо, оно абсолютно, скажем так, понятно, ничего в этом как бы ненормального нет, весь мир живет в диалектах и в говорах, и в наречиях, поэтому, скажем так, отказывать адыгам в том, что у них есть диалекты, я думаю, не приходится, это понятно, но тут автор претендует на какую-то истинность. Он изначально говорит о том, что у него иной как бы взгляд на всю историю, но при этом он вот здесь уже, скажем так, говорит в полном соответствии с принятой академической как бы, точкой зрения, лингвистической, я обязательно это выделяю, поэтому автор противоречит сам себе. Если он действительно такой очень, скажем так, неподкупный, индивидуальный, ни на кого не похожий, если у него есть абсолютно свое четкое видение этого как бы вопроса истории там, черкесов, то я думаю, что он должен был хотя бы сказать, что на эту точку зрения есть разные взгляды. Да? Тут лингвисты считают, что это разные языки, скажем так, сами адыги это считают одним, как бы, и с одним языком. И в конечном счете считать какие-то идиомы одним языком или разными диалектами одного языка, это все-таки выбор самого народа. Если народ сам себя определяет как единый народ, то так и есть. Поэтому в этом случае я считаю, что понятие адыгские языки, оно неадекватно. Я не согласен в этом вопросе с автором. Если бы он хотел применить более нейтральные термины, понятия, объясняющие эту ситуацию, наверное, стоило бы сказать наречие, допустим, да, если ты говоришь там адыгские наречия, вот это понятие наиболее такое общее, лишенное какого-то такого однозначного научного как бы трактования, или, можно сказать, по-научному идиомы. Идиомы — вот это как раз такой термин, который, мне кажется, хорошо подходит в этом случае, когда есть спор, диалект и язык, ты говоришь идиом, и таким образом избегаешь вот этих острых углов. Но автор применил очень однозначное понятие языки, адыгские языки. И я с этим не соглашаюсь. Большинство из которых проживает за пределами исторической родины. Скучно, правда? Сухо, безлично. Именно так история хоронит неудобные тайны под слоем энциклопедических формулировок. Но мы здесь не за энциклопедиями, мы здесь за правдой. А правда начинается с вопроса, который мало кто осмеливается задать вслух. Почему народ, переживший одну из крупнейших этнических катастроф XIX века, до сих пор практически отсутствует в мировом историческом нарративе?
Почему слово «черкес» не стоит в одном ряду со словами «геноцид», «холокост», «трагедия»? Почему школьные учебники десятков стран хранят гробовое молчание о том, что произошло на берегах Черного моря в 1864 году? Это первая улика. Молчание само по себе говорит больше, чем любые слова. Но мы забегаем вперед. Сначала портрет. Черкесы, самоназвание адыги, жили на северо-западном Кавказе задолго до того, как слово «Россия» вообще появилось на картах мира. Я считаю, что автор здесь выступает как явный провокатор. Почему? Потому что он противопоставляет черкесов России. Да? Скажем так, он искусственно играет или пытается играть на тех объективных противоречиях, политических, там, идеологических или других, там, не знаю, культурно-исторических противоречиях, которые есть, может быть, между государством российским, да, и современными черкесами, где бы они сейчас ни жили. То есть он, зная эти имеющиеся проблемы, осознанно говорит задолго до того, как Россия появилась на картах мира, черкесы уже были на Кавказе. Таким образом, он как бы играет на чувствах собственного достоинства черкесов, да, и говорит это таким образом, что вот Россия вам не имеет права ничего диктовать. Да? Это явная провокация. Если у тебя есть как бы желание показать, что черкесы в каком-то смысле этнографическом, там, культурном, языковом плане или во всем этом генетическом плане, если черкесы, по мнению автора, скажем так, более древний народ, чем русские, да, то это можно говорить более научными понятиями, более, скажем так, щадящими словами, не такими, которые провоцируют народ и народы на противостояние и на противопоставление, а такими, которые бы описывали эту ситуацию такой, какой она есть, но при этом как бы не обостряли углы. Но автор осознанно тут говорит, задолго до того, как Россия появилась на картах мира, вот вы, черкесы, уже были на Северо-Западном Кавказе. Я считаю, что это очень провокационное определение, провокационная формулировка. Тут дело в формулировке, да. Суть может быть и правильная, я не знаю. Тут, может быть, могут быть разные мнения, да, но тут все-таки надо было говорить это более спокойно, более адекватно для того, чтобы не играть на чувствах людей. Задолго до того, как Османская империя поднялась и рухнула. Задолго до того, как греческие колонисты основали свои города на Черноморских берегах и с изумлением обнаружили, что эти земли уже кем-то заняты, их Так, греки с изумлением обнаружили, что эти земли уже кем-то заняты. Опять-таки слово изумление. Я не знаю, мне кажется, этот автор очень любит слово изумление, вот, и поэтому его часто применяет. И вот мне очень интересно, откуда автор узнал, что греки вот приплыли на восточный берег там, Черного моря, на Черноморское, на Черкесское побережье, да, они вот приехали, обнаружили здесь вот этих зихов, не знаю, синдов, кого угодно, проточеркесов, то есть, и изумились. И прям изумились почему-то, и об этом даже написали. Мне очень интересно узнать, откуда автор узнал, что греки были изумлены тем, что они обнаружили на вот, Черноморском побережье северо-западного Кавказа. Может, об этом писали, не знаю, Платон, Аристотель, может быть, я не знаю, Плутарх, кто-то из историков греческих, кто-то об этом писал, но автор, как обычно, как это уже как повелось, как мы это видим вот с начала этого ролика, автор говорит очень много таких общих фраз, но ничего конкретного. присутствие здесь непрерывное, задокументированное, подтвержденное археологией, уходит как минимум в третье тысячелетие до нашей эры. Вдумайтесь в эту цифру. 5000 лет на одной земле. Это делает черкесов одним из старейших автохтонных народов Европы и Передней Азии. Ни пришельцами, ни завоевателями, ни случайными гостями, коренными жителями в самом буквальном генетическом, культурном. Фраза «один из старейших народов Европы и Передней Азии». Ну, я думаю, так и есть, да, как бы мы автохтонное население как бы северного, северо-западного Кавказа, Кавказа в общем, но как бы тут автор преподносит это таким образом, что это что-то прям уникальное. Но мне кажется, что правда в том, что с такими же старейшими народами на Кавказе являются все остальные северокавказские народы. И не только северокавказские, в том числе и грузинские народы, допустим. Да? То есть эта ситуация не уникальная. И даже в рамках Кавказа эта ситуация не уникальная. Это, скажем так, рядовой случай. Ну да, это интересно, безусловно, это интересно. Там народ живет тысячелетиями на одной территории,
Но эта ситуация не является такой уникальной для того, чтобы делать на этом такой упор, опять-таки играя на, я думаю, понятном чувстве людей, быть древними, быть автохтонными, быть самыми-самыми и так далее. Это чувство понятно. И автор, зная, что у людей, кто это слушает, есть такой, как бы, такой запрос, он, отвечая на этот запрос, говорит, что да, вы одни из самых старейших в Европе и во всей Передней Азии. Ну, таковых же много, самых древних. Поэтому выделять кого-то это, мне кажется, ну, медвежья услуга в первую очередь тем, в адрес кого эти слова обращены. Лингвистическом смысле этого слова. И вот здесь начинается первый парадокс нашего расследования. Если черкесы — один из древнейших народов региона, если они тысячелетиями строили государство, торговали с Грецией и Римом, создавали уникальный кодекс социального устройства, поставляли воинов-мамлюков в Египет, где те стали правящей династией, то почему мир практически ничего о них не знает? Почему культура, которая породила один из самых сложных в мире кодексов чести, Адыга Хабзе, Один из самых сложных в мире кодексов чести. Адыга-Хабз — это действительно, да, очень, мне кажется, многогранное, очень сложное, очень интересное, красивое понятие, это феномен, скажем так, наверное, да, мирового уровня, но, опять-таки, один из самых сложных кодексов чести в мире. Кто это сравнивал, да? Какие параметры, не знаю, этих измерений есть? Мне очень интересно узнать, да, какие кодексы чести были взяты, не знаю, на вооружение для того, чтобы сравнить с черкесским, и кто выяснял сложность кодексов чести, на основании каких параметров. Да? Вы можете сказать, что вот ты придираешься, вот какая разница и так далее, но в этом есть разница, потому что автор говорит очень серьезное выражение, он как бы прям возвеличивает, я бы сказал, черкесов, да, и я, как природный черкес, хочу понять, на основании чего автор посчитал, что это один из самых сложных кодексов чести в мире. Ну, я считаю, Дехабза феноменом, это очень интересно, мне это очень понятно, я пытаюсь шить по Дехабза, но, не знаю, общая фраза, брошенная так на ходу, один из самых сложных кодексов чести в мире, оставляет у меня какое-то чувство недопонятости. Да, ну, остановись и как бы скажи, почему так считается, и кто это сравнивал, да, какие параметры были для того, чтобы это таким образом как бы измерить. остается белым пятном для большинства образованных людей планеты? Ответ, как это часто бывает в нашем расследовании, неудобен для очень многих, потому что знание о черкесах — это знание о преступлении. О преступлении, которое одна из великих держав мира предпочла бы навсегда оставить в архивных папках под грифом «секретно». О преступлении, которое изменило демографию целого региона, уничтожило цивилизацию и создало диаспору, которая до сих пор не может вернуться домой. Сегодня мы открываем эти папки. Сегодня мы будем работать с уликами — генетическими, лингвистическими, археологическими, историческими. И к концу этого расследования вы увидите картину, которую вам никогда не показывали в школе. Картина, которую вам никогда не показывали в школе. Ну, опять у меня возникает вопрос, а в каких школах это не показывали? Вот то, о чем собирается говорить автор, в каких школах это не показывали? Это не показывали в школах КБР, допустим, да, я сам из КБР-Балкарии, да, я сразу как бы применяю эту ситуацию на себе и говорю, может, в Кабардино-Балкарии это не показывали. Ну, не знаю, допустим, в детстве мы в школе изучали историю КБР. Не знаю, может, мы ее изучали не идеально, может, учебник не идеальный, я как-то тут не хочу судить и как-то оценивать, но мы изучали как бы историю КБР, а, поэтому вопрос, в каких школах нам это не показывали. Или в школах России. Если, допустим, взять школу там Центральной России, автор, получается, ставит вопрос, почему там они не изучали историю черкесов. Ну, не знаю, в России есть множество народов, народы Поволжья, Сибири, Урала, коренные народы, да, народы Кавказа, их очень много, поэтому какой народ изучать, да? Ну, я думаю, было бы прекрасно ввести в школьную программу предмет там история, культура народов России, допустим. Такого предмета нет. Да? Если это имеется в виду, то это понятно. Дальше возникает вопрос, не знаю, имеется в виду какие школы мирового уровня, допустим, в Великобритании, а почему в Великобритании должны изучать историю черкесов, да, в школах, допустим. В мире сотни тысяч народов, почему именно черкесы должны изучаться, допустим, в европейских школах. Поэтому, ну, фраза «картина, которую вам не показывали в школах», она очень провокационная. Это просто фраза, сказанная для того, чтобы она была сказана, для того, чтобы обострить ситуацию, там, скажем так, накалить ситуацию,
для того, чтобы то, о чем говорит автор в дальнейшем, скажем так, легло на эту почву, такую обостренную почву, и восприятие информации нами как бы было сделано как бы в определенном ключе. Поэтому эта фраза, она бессмысленная, она применяется для того, чтобы, как я сказал, вот, преподнести эту картину в еще более резких тонах. Ничего более в этом нету, естественно. Картину народа, который существовал раньше большинства известных нам цивилизаций, который создал культуру, опередившую свое время, который был почти стерт с лица земли и не сдал. Народ, который сделал культуру, которая опередила свое время. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Я не знаю. Меня, надеюсь, нельзя обвинить в том, что я не люблю культуру черкесов. Но понятие, культура, которая опередила свое время, это настолько громко сказано. Ну, в чем она опередила свое время? Опять-таки, я не хочу принижать своих предков и так далее, но опередили ли они свое время? Вот в чем вопрос. Это такой сложный вопрос, да, философский вопрос, этнографический, может, вопрос, не знаю. Поэтому столько сладких фраз, сказанных вот за минуту времени, и у меня уже перебивается аппетит на самом деле. Народ, которого не должно быть, но который есть. Приступим. Есть вещи, которые история помнит хорошо. Есть события, которые вошли в каждый учебник, в каждую энциклопедию, в каждый документальный фильм. Аушвиц, Хиросима, Руанда, Камбоджа. Эти слова стали символами человеческой трагедии. И это правильно. Мир должен помнить. Но есть и другие события. События, которые по масштабу, по жестокости, по демографическим последствиям не уступают признанным трагедиям человечества. И при этом остаются в тени. Не потому, что они менее значимы, а потому что у победителей оказалось достаточно власти, чтобы переписать летопись. 21 мая 1864 года на берегу Черного моря, в урочище Кабааде, сегодня это место называется Красная Поляна, и многие знают его по Олимпийским играм 2014 года, российские войска отпраздновали окончание Кавказской войны. Военный парад, торжественные речи, победа. Остановитесь на секунду. Олимпийские игры 2014 года проходили на месте Щевлю, которое черкесские организации по всему миру называли местом геноцида своего народа. Признаюсь честно, вот автор здесь говорит о неком месте Щевлю. Я впервые узнал об этом топониме из этого ролика. И так как я вообще не знал, что это такое, я провел поисковые работы в интернете и ничего не обнаружил. Я не смог найти ни одного упоминания этого как бы топонима ни в книгах, ни в интернете. Более того, я не поленился и поинтересовался у людей, которые, на мой взгляд, могли об этом знать, и никто об этом не знает. Да, поэтому мне кажется, что этот топоним вообще не существует. Или автор неправильно его воспроизвел, и мы не понимаем как бы вообще, о чем он говорит. Если кто-то из вас знает, что такое щевлю, что это за топоним, я был бы очень вам благодарен, если бы вы отписались в комментариях. Факел Олимпийского мира несли по земле, пропитанный кровью сотен тысяч людей. Случайность? Или символ того, насколько глубоко эта история вытеснена из коллективной памяти? Давайте восстановим факты. Именно факты — это наш главный инструмент. Кавказская война длилась с 1817 по 1864 год. Почти полвека. Россия. Не согласен. Кавказская война и русско-кавказская война длилась не с 1817 года, а с 1763 как минимум, а может еще раньше. Опять-таки тут автор, я это говорил и в самом начале, и повторюсь еще раз, автор изначально позиционирует себя как того, кто не соглашается, скажем так, с современной академической точкой зрения, которая как бы скрывает якобы там всю историю черкесов, и вот он сейчас собирается это все нам рассказать. При этом автор в таком сложном и важном вопросе, как русско-кавказская война, ссылается полностью на 100% в терминологическом плане на ту версию, которая общепринята в современной там, академической науке в России. Да? Мы все знаем, что там в учебниках там, истории написано, что русско-кавказская война началась в 817 году и закончилась там, в 1964 году. Но есть иная точка зрения, да, которая гласит, что русско-кавказская война началась в 1763 году и закончилась в 1864 году, то есть она длилась 101 год. Вот, поэтому автор мог хотя бы упомянуть, что есть разные точки зрения,
как бы, исходя из одной из них, да, то война длилась больше 50 лет, исходя из второй, она длилась больше 100 лет. Я как бы оставляю право каждому человеку, безусловно, самому решать, сколько длилась война, да, и как бы на его как бы взгляд. Но если как бы вы снимаете ролик про черкесов и рассказываете про историю Кавказской войны, вы должны, скорее всего, все-таки упомянуть хотя бы один раз, что сами черкесы считают, что эта война длилась 101 год. И если мы берем за точку отсчета 17-й год, то таким образом мы полностью отрезаем от истории тот период, который касался колонизации Кабарды. Может быть, даже самой сильной черкесской политии там, 18 века. Поэтому это недопустимая ситуация, я считаю, и автор должен был сказать о том, что Кабарда начала завоевываться в 863 году с момента строительства Московской крепости. Поэтому я считаю, что автор тут не то, что там, нам не рассказывает ничего нового, он наоборот как бы полностью подыгрывает и полностью, скажем так, соотносит все свои термины с теми понятиями, которые есть в современной академической науке в России. Российская империя планомерно завоевывала Кавказ. Но то, что произошло в финальной фазе этой войны с черкесами, вышло далеко за рамки военных действий. Это была целенаправленная политика выселения целого народа с его исконных земель. Генерал Дмитрий Милютин, военный министр Российской империи, в своих записках формулировал задачу с пугающей прямотой. Необходимо либо полное покорение черкесов, либо их выселение. Третьего не дано. Это не интерпретация историков. Это официальная позиция имперского командования, зафиксированная в документах. И выселение началось. Только вдумайтесь в цифры, которые приводят исследователи. До начала войны черкесское население северо-западного Кавказа составляло, по различным оценкам, от 1 до 1,5 миллиона человек. После 1864 года на родине осталось, по самым оптимистичным подсчетам, около 50 тысяч. Остальные погибли или были вынуждены покинуть родину. Это не миграция. Это не добровольное переселение. Это демографическая катастрофа, не имеющая аналогов в истории Кавказа. Но как это происходило? Вот где официально. Я думаю, да, это действительно правда. Если мы говорим о трагедии черкесов, о депортации, об окончании Кавказской войны, конечно, физические потери черкесов вследствие войны, вследствие эпидемии, вследствие выселения, я думаю, что это феномен, который не имеет там ничего схожего в истории Кавказа. И, наверное, может, даже в каком-то понятии, в каком-то смысле там в истории мира. Я не знаю, я не хочу как бы тут сравнивать там, чья трагедия хуже нашей или там чья-то другая. Есть депортация кавказских народов 40-х годов 20 века, сталинские депортации, тоже ужаснейшие события, катастрофа для всех, кто пережил это все. Но все-таки ситуация, которая с черкесами произошла, она отличается от этой ситуации с депортациями во времена правления Сталина тем, что все-таки сталинские депортации, депортированные Сталином народы все-таки были возвращены на свои исторические как бы территории, наверное, за исключением там только месхетинцев. Версия начинает трещать по швам. Учебники, если они вообще упоминают этот период, говорят о завершении Кавказской войны и переселении горцев в Османскую империю. Звучит почти мирно, не правда ли? Я тут соглашусь с автором. Действительно, вот я помню наш школьный учебник, на котором мы учились. И если мы говорим об истории русско-кавказской войны, то там этому было уделено какое-то внимание. И это какое-то внимание все касалось периода имамата Шамиля в Дагестане и Чечне. А про черкесов там буквально вот в самом конце, я прекрасно помню даже эту страницу, было сказано, там русско-кавказская война, вернее, Кавказская война закончилась в 1864 году на Западном Кавказе, и все. Вот это одно предложение, это то, что было посвящено, скажем так, трагедии черкесов. Переселение. Как будто люди собрали чемоданы и организованно переехали на новое место жительства. Реальность была чудовищной. Черкесов сгоняли к Черноморскому побережью зимой и ранней весной, в самое неподходящее время года, без достаточного количества еды, без нормального жилья, без организованной переправы. Турецкие суда, которые должны были принять беженцев, были переполнены, не приспособлены для перевозки такого количества людей. Тысячи людей умерли прямо на берегу, от голода, от болезней, от холода. Тысячи утонули при посадке на суда или в открытом море. Британский консул в Сухуми Диксон в своих донесениях в Лондон описывал сцены, от которых кровь стынет в жилах. Берега, усеянные телами. Матери, бросающиеся в море с детьми на руках. Суда настолько переполнены, что люди падали за борт и тонули, пока другие не могли даже пошевелиться, чтобы им помочь. Это не реконструкция.
Это официальные дипломатические донесения, которые хранятся в британских архивах. И вот здесь официальная версия событий получает первую серьезную пробоину. Если речь шла о добровольном переселении, почему британские дипломаты фиксировали сцены массовой гибели мирного населения? Если это было организованное переселение, почему людей гнали к морю зимой без подготовки, без достаточного количества судов? Если это была гуманитарная операция, почему черкесские аулы сжигались после того, как их жители уходили? Алиби официальной версии рассыпается при первом же серьезном взгляде на источники. Ряд государств признал эти события геноцидом. Грузия сделала это в 2011 году. Несколько региональных парламентов самой России, Кабардино-Балкария и Адыгея, также принимали соответствующие резолюции. Черкесские диаспорные организации десятилетиями добиваются международного признания. Россия официально геноцид не признает. И вот здесь мы подходим к самому интересному вопросу нашего расследования на этом этапе. Почему это замалчивание так важно для понимания черкесской идентичности сегодня? Ответ парадоксален. Именно потому, что трагедия не была признана, она стала центральным нервом черкесской культуры. Память о 1864 годе не просто живет в черкесском народе. Она является его структурообразующим элементом. Она объясняет, почему диаспора в Иордании, Турции, Германии и Израиле до сих пор говорит по-адыгски. Почему черкесские общины по всему миру поддерживают связь друг с другом через океаны и континенты? Почему молодые черкесы из Стамбула и Омана приезжают на Кавказ, туда, где никогда не жили, и называют это возвращением домой? Травма стала цементом, скрепившим рассеянный народ. Но подождите, это еще не все. Есть деталь, которую официальная история практически полностью игнорирует, а между тем она переворачивает все представление о Кавказской войне. Черкесы сопротивлялись почти 50 лет. 50 лет горстка горских племен держала в напряжении военную машину одной из крупнейших империй мира. Так, горстка местных племен там держава и так далее. Если мы говорим о русско-кавказской войне и о противоборствующих сторонах, то, безусловно, Российская империя в технологическом плане была, скажем так, оснащена гораздо лучше, чем черкесы и все другие кавказские народы, которые участвовали в этой войне. Тут, я думаю, что вопросов нет. Да, у черкесов там не было артиллерии, допустим, и так далее. Но все-таки черкесы не были там горсткой местных племен. По разным оценкам, до начала русско-кавказской войны все население исторической Черкесии, начиная от Моздока, заканчивая Шапсугой, я думаю, можно оценивать в 1,5-2 миллиона спокойно. То есть это не горстка, это довольно, по тем временам особенно, довольно многочисленная группа людей, и это не горстка. Я не думаю, что черкесы заслуживают того, чтобы, скажем так, принижать их статус военный, политический, вот этим понятием. Но опять-таки, когда у автора стоит задача представлять в особенно ярком виде какие-то факты и для этого использовать какие-то противопоставления, да, вот тут он противопоставляет горсточку местных племен с крупной империей. Вот это противопоставление горсточки с крупной империей должно вызвать у того, кто это слушает, эффект того, что это что-то реально уникальное. Это реально уникальная ситуация, я считаю, да, эта война длилась феноменально долго, с перерывами, но длилась, да, но черкессы, которые, скажем так, вели эту войну, я думаю, не нуждаются в том, чтобы их принижать. И на этом фоне показывать какую-то, не знаю, несправедливость. Несправедливость есть. Тут вопросов нет. Любая колониальная война – это несправедливо по отношению к тем, кого колонизируют, вернее. Но горстка местных племен – это неадекватное понятие. Я считаю, что это, во-первых, антинаучно, а во-вторых, это неправильно с позиции тех, кто участвовал в этой войне. Без регулярной армии, без централизованного государства, без артиллерии и флота. Как? Ответ в том самом кодексе Адыга-Хабзе. О нем мы поговорим подробно позже. Но уже сейчас важно понять, черкесское общество было устроено таким образом, что каждый взрослый мужчина был воином по определению. Не по призыву, не по принуждению, по культурному коду, впитанному с рождения. Это была не армия, это была цивилизация, построенная вокруг концепции воинской чести и взаимовыручки. Именно этот феномен заставлял европейских военных наблюдателей снова и снова писать изумленные донесения. Польский генерал Юзеф Бем, венгерский революционер Мориц Перцель, британские офицеры. Все они, наблюдая черкесское сопротивление, отмечали нечто, что не укладывалось в привычные военные категории. Эти люди воевали так, словно смерть была для них не концом, а лишь переходом в иное состояние.
И когда сопротивление все же было сломлено, не столько военной силой, сколько тотальным уничтожением среды обитания, сожжением продовольственных запасов, планомерным разрушением сельского хозяйства, трагедия приобрела тот масштаб, который мы сегодня называем геноцидом. Сожженные аулы, вырубленные леса, служившие укрытием партизанам, уничтоженные поля. Этот метод уничтожения не только людей, но и самой возможности их существования на родной земле был применен на Кавказе задолго до того, как получил название в международном праве. И вот последний вопрос этой части расследования, вопрос, который я хочу оставить вам для размышления. Если события 1864 года настолько масштабны, настолько документально подтверждены, настолько значимы с точки зрения международного права, почему они по-прежнему остаются на периферии мирового исторического сознания? Почему Красная Поляна в массовом сознании ассоциируется с лыжными трассами и олимпийскими медалями, а не с величайшей трагедией народа, который жил на этой земле тысячи лет? Потому что история — это всегда политика. Потому что у победителей есть архивы, издательства, учебные программы и телевизионные каналы, а у побежденных — только память. Но память, как мы увидим дальше, оказывается удивительно устойчивым материалом. Особенно, когда она записана не только в книгах, но и в генах. Представьте себе лабораторию. Белые халаты, центрифуги, экраны с графиками. Ученый смотрит на результаты ДНК-анализа и медленно откладывает распечатку в сторону. Потому что то, что он видит, не вписывается в привычную картину миграций и завоеваний. Так, потому что то, что он видит, не вписывается в привычную картину миграции и завоеваний. То есть ученый, который смотрит на всю эту ситуацию, понимает, что ситуация, то есть черкесский кейс, скажем так, ситуация с черкесами, она является чем-то уникальным, и она никак не укладывается в привычную картину миграции и завоеваний. Ну, что такого уникального, не укладывающегося там в какие-то рамки в вопросе этногенеза черкесов, в их там генетической истории, что не укладывается в рамки. Надеюсь, мы это поймем в последующем. То, что он видит, говорит о непрерывности, которая в современном мире почти не встречается. Он смотрит на генетический профиль черкесов. И это наш следующий вещдок. Генетика — это наука, которую очень сложно подкупить. Можно переписать учебники, можно засекретить архивы, можно переименовать города и стереть названия с карт. Но ДНК молчит веками, а потом говорит тихо, точно и безжалостно. И то, что она говорит о черкесах, заставляет пересмотреть всю картину заселения Кавказа и Европы. Опять слишком громко звучит, заставляет пересмотреть всю картину заселения Европы и Кавказа. Ну, не знаю. Хорошо, давайте дальше слушаем. Начнем с главного вещдока — гаплогруппы. Для тех, кто впервые сталкивается с этим термином, гаплогруппа — это своеобразный генетический паспорт, набор маркеров в ДНК, который передается от отца к сыну практически без изменений на протяжении тысяч лет. Это генеалогическое дерево, уходящее корнями в глубину доисторической эпохи. И у черкесских мужчин эта метка читается с поразительной четкостью. У черкесских мужчин эта метка читается с поразительной точностью. У меня вот такой вопрос. Именно у черкесских мужчин это читается, только у них это читается, да? То есть я не совсем понимаю. Есть какие-то генетические метки, да? У нечеркесских мужчин это не читается с поразительной точностью, а вот именно у черкесских мужчин это читается с поразительной меткостью. Это имеет в виду, мне кажется, автор, да? Ну, из его слов как бы следует такая мысль. В таком случае получается, что именно у черкесских мужчин современных в генетике есть что-то такое, что позволяет читать именно как бы их историю очень четко, да? Это интересно выражается в какой-то биологической как бы ситуации. Есть какое-то отличие биологическое в генетике черкесских мужчин или что имеется в виду? Не знаю, насколько я знаю, как бы у всех людей там одни и те же гены, там одни и те же пары хромосом, как бы вроде бы мы один биологический вид, поэтому что такого, прям такого четкого в черкесской как бы генетике у мужчин, ну, пока я не совсем понимаю. Доминирующая гаплогруппа среди черкесов G2A, точнее ее субклад G2A2B, с частотой встречаемости 30, которая у некоторых черкесских субэтнических групп достигает 50-60% и выше. Для сравнения, в среднем по Европе эта гаплогруппа встречается у 1-2% мужчин, на Ближнем Востоке — у 5-10. Что это значит? Это значит, что черкесы несут в себе генетический маркер, который в остальном мире почти исчез. Маркер, который когда-то был широко распространен, и следы которого ученые находят в самых неожиданных местах. Где именно? Держитесь крепче. Гаплогруппа... Так. Тут я прерву этого автора, потому что дальше он
скажем так, пошел в такую степь, которая требует от нас того, чтобы мы обладали каким-то понятийным аппаратом. То есть мы должны для того, чтобы понимать, о чем говорит этот человек, мы с вами сначала должны понять какие-то азы в области генетики. Да, и тут он вот упомянул про то, что у черкесов есть гапогруппа G2A, а конкретно там ее разновидность G2A2. И то, что эта гапогруппа очень часто встречается у черкесов, да, то есть это такая генетическая линия мужская, которая характерна для черкесов в большинстве своем, и ее очень мало, допустим, в Европе и, там, и в других частях света. Зафиксируем это положение, и теперь давайте рассмотрим понятие гапогруппа. Автор тоже там сказал что-то про уникальные генетические маркеры. Для того, чтобы лучше понять это понятие, извиняюсь за тавтологию, давайте представим себе всех мужчин в мире. Да? Вот у нас есть, допустим, родовое древо Шапзуховых, там родовое древо Кардановых. Да? И в основании этого древа у нас всегда стоит один человек, который, скажем так, является родоначальником всех тех, кто находится на этом древе. Он их отец. Они все от него произошли. Вот если поделить всех мужчин в мире вот так по частям, то они делятся, скажем так, на такие огромные мировые мужские древа. Ну, в том числе и бывают и женские древа, но в данном случае мы говорим про мужчин. Таким образом, гапогруппа это огромное такое мужское мировое древо, громадное просто, там миллионы людей на этом древе. Да, и если, допустим, мы говорим, что у черкесов есть гапогруппа G2A2, это означает, что у черкесов есть некая мужская генетическая линия, которая появилась от одного человека энное количество времени назад, и сейчас эта гапогруппа, скажем так, для черкесов является мажорной. Вот. И таким образом, как бы, если мы представим себе схематично, что такое гапогруппа, это древо, огромное мужское мировое древо, в основании которого стоит мужчина, от которого это древо произошло, и этого мужчину в мире генетики назвали таким генетическим именем G2A2. Вот меня зовут, допустим, Астемир, это мое мужское, так скажем так, обыденное имя. Вот в генетике этого мужчину, от которого происходят эти люди, назвали G2A2. Такое условное обозначение, состоящее из цифр и букв. Поэтому, если мы слышим G2A2, мы сразу понимаем, что речь идет о каком-то мужчине, который жил долгое время назад. Долгое — это примерно, тут как бы есть разброс временной, но это не важно. 18-20 тысяч лет назад, допустим, это было, да. Жил какой-то мужчина, от которого вот произошли вот какие-то там его потомки. Да, и теперь мы должны понимать, что за такое количество времени, за 15, там, за 10, за 18, за 20 тысяч лет истории, ну, произошло очень многое. Да. В то время, когда появилась такая группа, естественно, никаких наций, никаких там народов еще не было. Были просто группа людей, которые кочевали по свету и, скажем так, жили себе, как бы поживали, все было у них нормально, в общем и целом, наверное. Вот из-за такое количество времени, понятное дело, что от этих мужчин произошло много-много разных веток. Да? Если мы говорим гапогруппа G2A2, это слишком широкое понятие. Мы должны понимать, о каких ветках мы говорим в гапогруппе G2A2. И опять-таки, если G2A2 это у нас древо, то на дереве есть ветки. Да? Есть ветки старые, очень старые, есть ветки совсем молодые, есть ветки там среднего возраста и так далее. То есть вот эти ветки, которые бывают на древе, они называются субквадами, они бывают разных возрастов. Вот. И, соответственно, давайте мы посмотрим. Вот, ну, в дальнейшем автор говорит о том, что у адыга вот есть гапогруппа G2A2, что это неолитическая, скажем так, ветка, гапогруппа и тому подобное. Давайте лучше мы продолжим, скажем так, слушать этого автора. Потом мы вернемся вот к этому древу, которое вы сейчас видите, и, скажем так, продолжим наш разговор. G2A с высокой частотой обнаружено у древних европейских земледельцев эпохи неолита. Тех самых людей, которые 7-8 тысяч лет назад принесли сельскохозяйственную революцию с Ближнего Востока и Кавказа в Европу. Именно их останки, найденные в погребениях от Венгрии до Испании, от Скандинавии до Балкан, несут ту же генетическую метку, которую сегодня несут черкесы. Вдумайтесь в масштаб этого открытия. Так,
Тут автор говорит следующее, что были какие-то неолитические, скажем так, ну, люди времен неолита, это там 7-8 тысячелетие до нашей эры, да, которые жили в Анатолии, это современная Турция, да, если брать географически, и они жили на Кавказе, и вот эти группы людей неолитического периода, они принесли из этих территорий, то есть из территорий Анатолии и Кавказа на территорию Европы культуру земледелия. Таким образом, наш автор говорит, что в гапогруппе G2A2, вот это как раз ветки этой гапогруппы, есть некие ветки времен неолита, которые вышли из Кавказа и из Анатолии и, скажем так, прикочевали в Европу. Они принесли с собой культуру земледелия, и таким образом, скажем так, в Европе появились земледельческие народы, которые там потом как бы расплодились. Надо это рассмотреть, и надо это рассмотреть вот с точки зрения, скажем так, современной генетики, не общими фразами там G2A, G2A2, неолитчики и так далее, а прямо на конкретных фактах, цифрах, схемах это все просмотреть и понять, что не так в словах автора. Перед вами древо лаборатории Family Tree DNA. Это один из ведущих как бы игроков в мире ДНК-генеалогии, в мире популяционной генетики. И, скажем так, мы воспользуемся их таким мужским древом мировым, генетическим, и попытаемся понять, ну, что в словах автора является правдой, что домыслом, а что просто наглой ложью. Вот посмотрим. У нас есть вот здесь, если я наведу курсор, у вас появляется на экране окошко, где говорится, что вот этот G-L1264 это мужчина, который жил примерно в 2185 году до нашей эры. То есть вот этой ветке генетической, которая вот внизу находится, вот это все, да, вот это все появилось от одного человека, которого в мире генетики назвали GL1264, и он жил более 4000 лет назад. Зафиксировали это, да? Теперь это сравнивает как бы с цифрами, которые есть у автора. У автора канала, я, к сожалению, не знаю его имени, он говорит, что вот культура земледелия, она появилась из Кавказа и Анатолии, там, в эпоху неолита, да. Ну, пока что вот эта датировка, это не палеолит. Поэтому вот нажимаем на эту стрелочку, и мы двигаемся вглубь веков. Теперь смотрим, у нас появилась как бы следующий уровень появился, это другая ветка GFT34. То есть это снова человек, который жил вот в 2730 году до нашей эры. Ну, то есть этой ветке 4700, больше 4700 лет назад жил человек, от которого как бы произошли вот эти люди. Теперь идем вниз, и мы вот видим на этом древе, это флаг Кабардино-Балкарии, флаг Адыгеи, флаг Качер, флаг Адыгеи. Это все черкесы, да? Черкесы, которые вот находятся на этом древе. Соответственно, вот на этом уровне, на уровне субквада ветки GFT34, которая глубиной 4700 лет, мы можем однозначно говорить, что вот эти ветки, они реально являются генетически, да, точно абхазо-адыгскими. Да. Тут понятие адыгскими не подходит, потому что в эти времена, скорее всего, адыгов как таковых еще не было. Это были некие проабхазы-адыги. И тут мы видим, вот, скажем так, и адыгов. Если пойти вниз, там видны и абхазы, вот, допустим, абхазские флаги и так далее. Поэтому это, скажем так, абхазо-адыгская ветка GFT34. И тут реально это по структуре этой ветки мы видим, что это, скорее всего, вот этот человек, GFT34, он родился на Кавказе. Он жил, скорее всего, на Кавказе, потому что все, кто от него произошли, ну, не все, но большинство, и явное большинство, они современные абхазы-адыги, и, соответственно, ну, как бы тут вопрос как бы довольно понятный. Скорее всего, это GFT34, оно кавказское. Идем уровнем выше,
основа вглубь веков. И тут мы видим, скажем так, другой уровень. GL1266. Это снова человек, мужчина, который жил в 6521 году, даже не знаю, как это произнести, до нашей эры. То есть вот этому человеку GL1266 более 8500 лет возраст, такой очень, очень, очень древний образец. Вот тут уже, видите, вот тут есть наши FT34, то, что мы видели как бы внизу, а тут у нас просто, скажем так, локация. У нас есть палео-ДНК из Грузии, которая, для которого вот этот, скажем так, маркер был идентифицирован, изучен, скажем так. И этот палео-ДНК было найдено в Грузии, видимо, Ацхури, это какое-то место, естественно, в Грузии. И период там 2000-1700 года до нашей эры. То есть это бронза, скажем так, наверное, поздняя бронза. А вот этот FT34 это, как скажем так, ранняя бронза, период. Идем дальше. Тут мы уже не видим какого-то явного кавказского следа на уровне GL1266, да, тут один результат из Казахстана непонятный, и все. Идем дальше, вглубь веков, и у нас есть ветвь GFG C31390. Он у нас появился в 8601 году до нашей эры. Ну, очень глубоко. И тут, если отойти вот направо, есть ветка GL13. Вот смотрим на эту ветку GL13, и мы тут видим, уже видите, Великобритания, Великобритания, Англия. Мы видим Италия, палео-ДНК. Мы видим так, Славик, ну это славяне какие-то. В Польше это было раскопано, ну, то есть территория современной Европы тоже. Если пойти вниз, то тут большинство вот этих образцов, они современные, это современные европейцы, да. Вот тут есть арабская веточка у нас, тут опять европейцы, тут снова небольшие, ну, арабы, Иран, Кувейт, тут этот Бахрейн есть, тут Мексика, это 100% европейские переселенцы. Тут снова европейцы, 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 много-много европейцев, снова европейцы. Тут есть какой-то турок, армянин, европейцы, европейцы и так далее. Много-много-много-много европейцев тут есть. Я это все не буду показывать, это все как бы можно и не рассматривать так досконально. Тут есть у нас два черкесов в этой европейской ветке. И вот тут вот мы вернулись вот к нашему как бы северо-западно-кавказскому GFT34. И тут наверху у нас вот это все Европа. Это по структуре этих веток видно, что это зародилось, и это было в Европе. Вернемся наверх и посмотрим. Вот это GL13, оно появилось 6751 год назад. И вот на этом уровне, мы уже видим, что тут не черкесы доминируют. Тут у нас европейцы. И палео ДНК европейские, и, скажем так, современные представители этих веток, они в основном европейцы. Поэтому мы однозначно, скорее всего, однозначно можем сказать, что на уровне GL13 у нас влияние черкесов, абхазо-адыгов, Северо-Западного Кавказа отсутствует. То есть вот эти GL13 это уже европейцы. Если же мы вернемся к словам автора этого канала, то он говорит, что земледелие как бы распространялось из территории Анатолии и территории Кавказа параллельно на территорию Европы. Но это не так, скорее всего. Скорее всего, было по-другому. Земледелие действительно распространялось из Анатолии вот этими G2, А2, может, и другими ребятами. Это оно распространялось из Анатолии в Европу. И мы это еще видим на основе палео-ДНК. Вот я специально поискал в интернете эти палео-ДНК и как бы их скопировал для того, чтобы это показать. Вот, допустим, давайте посмотрим. У нас есть, допустим, палео-ДНК из современной Турции, то есть Анатолия, да, местечко Бончуку,
обнаружен у натарийского фермера, жившего вот 8300 лет, 8300-7800 лет до нашей эры. Очень старое. Дальше у нас есть другой образец, тоже G2A2, чуть младше вот первого образца, найденного в местечке Ашиквы-Хуюк, современная Анатолия. Дальше идем. У нас есть Чатал-Хуюк местечко, очередное палео-ДНК G2A2, и оно чуть уже как бы младше, чем это палео-ДНК. Идем дальше. У нас снова G2A2 как бы палеообразец из местечка Барчин и Фикир-ТП. Тоже неолит у нас, и оно младше, чем предыдущее. Ну, таким образом, вот мы идем вниз, и тут мы видим, допустим, что у нас есть палео-ДНК в Европе, в Испании, в Кордобе. Возраст 7250-7025 лет назад. У нас вот есть тут в Каталонии палео-ДНК, глубина 5000 лет. У нас есть в Чехии палео-ДНК, глубина там меньше 5000 лет, местечко Кобылисы и так далее. Ну, то есть о чем говорят нам эти палео-ДНК? Самые старые образцы этих палео-ДНК, они обнаружены в Анатолии. То есть центром, из которого вышли эти ребята G2A2, это была современная Анатолия, современная Турция. Да? Они ушли вот из Анатолии, и, скорее всего, пришли они в современную Европу. Да? И, как говорит автор канала, действительно, да, они принесли с собой культуру земледелия. Они, скажем так, стали европейскими земледельцами, вот эти G2A2. Но что тут неправильного? Неправильного то, что эта миграция в Европу шла параллельно не из Кавказа и не из Анатолии, а только из Анатолии. Почему? Потому что мы возвращаемся вот сюда и смотрим на наши вот эти палео-ДНК, не палео-ДНК, а на наши как бы ветки. Сейчас мы вернемся к этой ветке. Вот эта ветка. Теперь посмотрим на глубину этой ветки. Вот GFT34, ветка глубиной 4730 лет. Вот до этого уровня мы можем однозначно идентифицировать вот эти ветки G2A2 как черкесские. То есть максимальная глубина, характерная для абхазо-адыгов в рамках группы G2A2, это ветки, которые глубиной 4730 лет. Теперь идем сюда. Да? Если вот эти ветки присовокупить к вот этим результатам, вот которые вот здесь я вам показываю, да, то в этом случае мы оказываемся где-то вот здесь. Я даже напишу Абхаза, адыги. Ой, раскладку поменял. Вот. Вот идет Европа, в ней идет Анатолия, как самые старые G2A2, потом идут европейцы, и потом по возрастам вот этих веток мы видим, что мы третьи на этой позиции. По степени старины, если мы говорим о том, кто самые старые, вот G2A2 и так далее, вот мы в этой системе находимся на третьем месте. Самые старые в Турции, в современной Турции, в Анатолии, потом Испания, потом Кавказ, Северо-Западный Кавказ, Абхазия-Адыги. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, вот эти GFT34, наши G2A2, западно-кавказские, они, скорее всего, пришли на Кавказ в последнюю очередь. И откуда они пришли? Они пришли из территории Европы или они пришли из Анатолии напрямую? Это пока нам неизвестно точно, но, скорее всего, можно предположить, что вот эти GFT34 и GL1264, вот эти ветки, которые для черкесов характерны, они попали на Кавказ примерно 5000-4500 лет назад. Теперь вопрос. Почему так получилось, что вот эти европейские G2A2 попали на Кавказ и здесь пустили корни? Каким образом это получилось? Скорее всего, это было таким образом. Опять-таки, тут я думаю, что можно поспорить. Это вопрос дискуссионный, это вопрос сложный, это высокая академическая наука. Поэтому я, конечно, оставляю как бы тут право на дискуссию, но есть как бы такая теория, которая гласит следующее. Скорее всего, современные индоевропейские народы
у которых в основной своей массе гаплогруппа R1b, R1b и R1a, они, скорее всего, пришли в Европу, они, скажем так, нашли здесь вот этих G2A2 земледельцев, да, и вот эти кочевники-скотоводы, индоевропейцы с гаплогруппой R1b, они, скорее всего, вырезали G2A2, европейских земледельцев, да, и, скажем так, заняли их места. Это в буквальном смысле геноцид древних времен вот этих европейских фермеров, этих земледельцев G2A2, кочевниками-скотоводами R1b. И вот это замещение населения, европейского населения, произошло примерно 5000 лет назад. И, соответственно, как бы мы даем такой ответ на вопрос, каким образом вот эти G2A2 европейские оказались на Северо-Западном Кавказе. Это случилось вследствие того, что, скорее всего, их оттуда, скорее всего, выгнали, выдавили, их там вырезали, им пришлось оттуда убежать из территории Европы и прийти на территорию, скажем так, Западного Кавказа. Да? Они могли приплыть морем на каких-то плотах, на каких-то кораблях того времени, да, по побережью, скажем так, по мелководью, или они могли прийти пешком, потому что тогда, скажем так, все-таки рельеф в этой части среди Средиземного моря, там, Черноморского побережья был другой. Да, ну, это как бы другая тема, не будем сейчас в это влезать. Поэтому вот эти G2A2 европейские могли прийти на Кавказ или по морю, или по суше. Ну, неважно, каким образом, но, скорее всего, они пришли оттуда. И, соответственно, они осели на Кавказе примерно в это время, 4500-5000 лет назад. Я думаю, что пока этой информации достаточно. Давайте мы продолжим слушать нашего автора, и дальше я все-таки буду какие-то моменты еще дополнять и объяснять, в чем этот автор не прав. Пока эти древние земледельцы распространялись по Европе, смешивались с местными охотниками-собирателями, растворялись в последующих волнах миграций индоевропейских скотоводов, степных кочевников, их генетический след в Европе постепенно размывался. Действительно, след этих кочевников, не кочевников, а земледельцев G2A размывался, как я сказал, из-за того, что кочевники-скотоводы R1b, скорее всего, их завоевали. Да? Одна культура взяла верх над другой, и их завоевали. Поэтому действительно G2A2 в Европе размылось. И потом оно появилось на Кавказе, и на Кавказе размножилось. Разбавлялся, становился все менее заметным, а на Кавказе не размылся. Черкесы На Кавказе не размылся, а на Кавказе, в принципе, тогда еще не было G2A2. Вот в чем автор ошибается. Он говорит таким образом, что вот эти G2A2 были на Кавказе параллельно там с анатолийскими фермерами, там, которые были в Европе. Но это не так. Это невозможно, исходя из тех данных, которые у нас сейчас есть. Наши ветки в гаплогруппе G2A2 не такие глубокие, чтобы они были наравне с европейскими G2A2 фермерами, которые там были, как выходцы из Анатолии. хранили этот древнейший генетический пласт с удивительной концентрацией. Как будто Кавказский хребет стал естественной крепостью, защитившей этот генофонд от последующих волн завоевателей и переселенцев. Когда G2A2 пришли на Кавказ и основали вот здесь эти ветки GFT34 и GL1264, когда они здесь, скажем так, расплодились, популяционно разрослись, то, скорее всего, конечно, вот эти горы, они действительно, скажем так, законсервировали их и помогли им сохраниться. Как будто горы сыграли роль генетического консерватора, сохранив образец того, каким был человеческий материал накануне великих миграций. Это делает черкесов, с генетической точки зрения, живым свидетелем эпохи, которую мы знаем только по костям в музейных витринах. Но это лишь половина генетической улики. Потому что есть еще один след, который ведет нас еще глубже. Помимо отцовской линии, гаплогруппы Y-хромосомы, ученые исследуют и материнскую линию, митохондриальную ДНК. И здесь картина столь же красноречива. Митохондриальный профиль черкесов демонстрирует высокую долю гаплогрупп, характерных для кавказского автохтонного населения, в первую очередь гаплогруппы H и ее субкладов, а также специфически кавказских вариантов. Это означает, что генетическая непрерывность прослеживается по обеим линиям, и по отцовской, и по материнской. Черкесы — это не смесь пришельцев. Это коренное население, которое осталось на своей земле. И вот здесь, в нашем расследовании, появляется неожиданный свидетель. Знаменитый Эци, тирольский ледяной человек, чье тело было обнаружено в Альпах в 1991 году и датируется примерно 3300 годом до нашей эры. Этот человек, живший более 5000 лет назад, несет гаплогруппу G2A, ту самую, которая сегодня доминирует у черкесов. Случайное совпадение?
В нашем расследовании случайностей не бывает. Так, а если вдруг кто-то не знает про Эци, то это действительно был такой древний житель Европы, которого раскопали в Альпах. Случайно это случилось. Не раскопали, а, скажем так, тот уровень ледников, где застыло его тело, растаял. И вот это замумифицированное тело, лежавшее в Альпах, в снегах там тысячелетиями, оно обнажилось, и какие-то люди случайно его нашли. И таким образом наука, скажем так, получила в свое распоряжение очень интересный образец мумифицированного тела вот этого тирольского человека Эци. И у этого человека действительно есть гапа-группа, не есть, а у него по мужской линии гапа-группа G2A2, которая есть у абхазо-адыгов. Но опять-таки, если мы говорим, что гапа-группа, у нас есть там люди из гапа-группы G2A2, давайте мы вспомним, что это очень глубокое понятие. Если мы говорим, что вот эци и черкесы из гапа-группы G2A2, это говорит только о том, что у них очень давно был какой-то общий праотец. Ну, наверное, это интересно, это удивительно, но, скажем так, это не уникально. Это не уникально. Автор здесь пытается, вот опять-таки, использовать известную историю с Эци, как-то это, скажем так, наложить на историю с черкесами, как-то это все друг с другом увязать и на этом фоне сделать как бы свой материал еще более уникальным. На самом деле эта ситуация не такая уникальная, и я в этом ничего такого удивительного не вижу. Да, понятное дело, что да, Эци, скажем так, европейский земледелец, вот один из тех, кто, скорее всего, не скорее всего, а точно там, скажем так, является потомком тех анталийских фермеров, которые пришли из Анатолии в Европу там, и таким образом вот предки Эци, скорее всего, принесли в Европу культуру земледелия. Но вот это родство абхазо-адыгов с Эци, оно очень далекое. Вот если посмотреть на древо лаборатории, вот G2A2, да, вот давайте вернемся на уровень GL13. Я, к сожалению, не смог найти палео-ДНК Эци на сайте лаборатории, да, но вот он где-то вот здесь, на уровне GL13. Может, даже выше, вот где-то вот здесь он есть, я не знаю. Ну, в любом случае, образец Эци очень далек от черкесов, очень далек от абхазо-адыгов. И это очень отдаленное родство, в этом нет ничего удивительного. Вот о чем я хочу сказать. Это означает, что человек, замерзший в альпийских льдах 5000 лет назад, был генетически ближе к современному черкесу, чем к большинству современных европейцев. История, записанная в ДНК, иногда оказывается удивительнее любого детективного романа. Но генетика — лишь первый язык нашего тайного кода. Есть и второй, и он не менее красноречив. Переходим к лингвистике. И здесь нас ждет, пожалуй, самый захватывающий вещдок всего расследования. Адыгский язык, или, точнее, адыгские языки, поскольку кабардинский и, собственно, адыгейский являются отдельными, хотя и родственными языками. Ну, то, о чем я говорил в самом начале, не буду долго повторяться. Автор вновь говорит о том, что у нас разные языки. Адыгейский и кабардинский — это разные языки, по мнению автора, с чем, конечно, я лично не согласен. Принадлежат к абхазо-адыгской языковой семье. И эта языковая семья представляет собой лингвистическую загадку мирового масштаба. Почему загадку? Потому что абхазо-адыгские языки не родственны практически ни одной другой языковой семье мира. Они не индоевропейские, не тюркские, не семитские, не картвельские. Они стоят особняком, как лингвистический остров посреди моря языков, заполонивших Евразию за последние несколько тысяч лет. Лингвисты называют такие языки изолятами или языками с неустановленным родством. И сам факт существования такого языкового острова на Кавказе — это уже улика. Это означает, что предки носителей этого языка жили здесь достаточно долго и достаточно изолированно, чтобы их язык не слился с языками соседей, не был вытеснен языками завоевателей, не растворился в лингвистических суперсемьях, захлестнувших континент. Но это еще не самое интересное. Самое интересное — это сама структура адыгского языка. Потому что она настолько необычна, что лингвисты до сих пор о том, как ее описывать в рамках существующих теорий. Ничего удивительного в черкесском языке нет. В плане там, не знаю, ее там атрибуции и так далее. Да, вопрос того, откуда произошли абхазо-адыгские языки, он стоит, безусловно, да. Есть разные теории, там, сино-кавказская, там, сино-тибетская, там, макросемья и так далее. Есть как бы разные теории. Этот вопрос открытый, как бы дискуссионный. Нет какого-то единого как бы мнения по этому поводу. Но если мы говорим о структуре языка, да, то, скажем так, полисинтетические языки, каким являются, допустим, являются абхазо-адыгские, они не редкость, да, они есть в мире, их таких языков много.
там языки Северной и Южной Америки такие, допустим, там, те же северокавказские языки такие. Поэтому, скажем так, автор тут преувеличивает в плане уникальности. Если так взять, то любой язык является уникальным и неповторимым. Да. Если так, как бы судить об этой ситуации, то да, конечно, черкесский язык, он уникальный, как и любой другой язык уникальный. Но в плане лингвистики, в плане структуры языка, в плане структуры адыгских языков, они не являются чем-то уникальным, и нет такой ситуации, что ученые не могут их атрибутировать, там, их, не знаю, изучить правильно и так далее. Могут и изучают. Все изучаемо. Язык человеческий, как бы, поэтому можно изучить. Ничего такого уникального и сверх там естественного здесь нет. Черкесский язык обладает одной из самых сложных консонантных систем в мире. Число согласных звуков в кабардино-черкесском языке достигает, по различным подсчетам, 48-72. Для сравнения, в русском языке около 37 согласных, в английском Консонантные языки — это такие языки, в которых есть сильное превалирование согласных языков, говорю, звуков над гласными звуками. Ну да, мы знаем, что в абхазо-адыгских языках мало гласных звуков, у нас очень много согласных и мало гласных. Но такая же ситуация у других автохтонно-кавказских как бы языков, да? И даже не выходя там за рамки Кавказа, ничего уникального в этом нет. В этом нет. Есть консонантные языки, есть неконсонантные языки. Это просто группы языков, да, которые есть в мире, но опять-таки чего-то уникального, сверх нормы, как бы в этом я не вижу. 24, в гавайском 8. Почему это важно? Потому что сверхсложные консонантные системы — это лингвистический маркер древности. Языки, как правило, упрощаются с течением времени, теряют фонемы, сглаживают различия. Сохранение гигантского консонантного инвентаря говорит о том, что этот язык долгое время развивался в относительной изоляции, без интенсивного контакта с носителями других языков, который обычно ведет к упрощению. Это еще один указатель на древность и непрерывность кавказского присутствия черкесов. Но лингвистическая улика имеет еще одно измерение, которое переворачивает привычную картину. Ряд исследователей, в частности, сторонники ностратической гипотезы и гипотезы сино-кавказского праязыка, обнаруживают потенциальные связи между абхазо-адыгскими языками и сино-тибетскими языками. А также, что еще более поразительно, с енисейскими языками Сибири. Я не хочу комментировать вот эти вопросы, касающиеся этих макросемей, потому что это сложнейшие вопросы. Я не являюсь лингвистом профессионального уровня, и, соответственно, я не обладаю компетенциями соответствующими, и я бы не хотел, скажем так, как-то полемизировать по этому поводу. Я думаю, что никто в этом мире сейчас не знает и не понимает, откуда пошли абхазо-адыгские языки, откуда пошли северокавказские языки, от какой другой там макросемьи это откололось все это. Это вопросы, скажем так, открытые, дискуссионные, научные, академические, и, соответственно, их пытаться сейчас однозначно рассмотреть, я думаю, что неправильно. И языком на день коренных народов Северной Америки. Если эти связи подтвердятся, а дискуссия об этом в научном сообществе продолжается, это будет означать, что предки носителей абхазо-адыгских языков были частью одной из древнейших лингвистических суперсемей Евразии. Семьи, которая существовала еще до того, как предки индоевропейцев начали свою великую экспансию. Иными словами, черкесский язык может быть осколком того мира, который существовал до прихода индоевропейцев. Живым свидетелем лингвистического ландшафта Древней Евразии. И вот что делает эту улику особенно убедительной в контексте нашего расследования. Генетические данные указывают на непрерывность черкесского присутствия на Кавказе с эпохи неолита. Так, интересное как бы утверждение. По словам автора, черкесы есть на Кавказе со времен неолита. Неолит — это 8-9 тысяч лет, если так взять грубо, назад. Да, вот мы здесь рассматривали, вот на этом древе, что глубина кавказских веток G2A2 не превышает порога в 5000 лет. Вот самое грубое, что можно взять на основании имеющихся данных, это вот GFT-34, который это глубиной 4700 лет. Вот выше этого уровня мы не можем говорить о том, что G2A2 были на Кавказе. А раз у нас палеолит — это уровень 8-9 тысяч лет, палеолит, говорю, неолит, то в этом случае получается какая-то неувязочка. Если, по словам автора, черкесы есть на Кавказе непрерывно, да, последние там 8 тысяч лет, допустим, то почему мы здесь этого не видим? На уровне GFT-34 у нас все заканчивается. Или, может, автор имел в виду другие гапогруппы, да?
Если он имел другие гапогруппы в виду, то надо уточнять, какие гапогруппы позволяют нам говорить о том, что черкесы могли жить здесь 8 тысяч лет назад. И, кстати, вот он часто говорит понятие, не понятие, а такую фразу, что черкесы жили на Кавказе там 8 тысяч лет, там, не знаю, 7 тысяч лет и так далее. Не черкесы жили там в такое время назад, а прото-черкесы, прото-абхазы-адыги, потому что черкесов или адыгов в те времена в таком виде еще не было. Да? Этногенез — это вопрос сложнейший, он проходит тысячелетиями, столетиями. Это не момент, это не процесс одномоментный, да? Поэтому если человек сказал, что черкесы живут на Кавказе там 8 тысяч лет, он, во-первых, говорит, скажем так, терминологически неправильно, потому что понятия черкесы и проточеркесы — это разные понятия. Во-вторых, это антинаучно. Поэтому фраза, что черкесы существуют на Кавказе 8 тысяч лет с эпохи неолита, это неправда. Если мы говорим о гапогруппе GFT-34, G2A2. Но если мы пойдем в гапогруппу J2A, в другую гапогруппу, то там у нас действительно ситуация более интересная, и вот эти потенциально абхазо-адыгские ветки, автохтонные, они уходят в глубину там 6, 7, там, может, 8 тысяч лет. Но автор этого не уточняет. Он говорит о том, что черкесы, опять-таки, черкесы не прото-черкесы, а черкесы жили на Кавказе 8 тысяч лет. Вы можете сказать, что я прям придираюсь к его словам и так далее, но это не придирательство, это очень важные моменты. Это моменты, которые дают нам понимание тех процессов, которые реально могли быть, а не тех процессов, которые мы бы хотели, чтобы они имели место быть. Исторические данные указывают на то, что их язык является древним реликтом, не родственным языкам позднейших завоевателей. Обе независимые линии улик говорят об одном и том же. Черкесы — не пришельцы, не осколок какой-то более поздней миграции. Это коренное, древнейшее население своего региона. Но у этого тайного кода есть еще один уровень. Адыга-Хабзе, великий кодекс черкесской культуры, сохранялся на протяжении тысячелетий не в письменной форме. Он передавался устно. Адыга-Хабза передавалась тысячелетиями не письменно, а устно. То есть автор вообще не сомневается в том, что в такой феномен, как Адыга-Хабза, существует тысячелетиями. Я думаю, что это не так. Никто не может сказать, когда появилась Адыга-Хабза. Да? Адыга-Хабза могло появиться тогда, когда появились адыги, в таком виде, в каком они как бы существуют сейчас. Но и то вот любое этическое понятие, любое моральное понятие, любой философский кодекс, что угодно, то есть любая моральная там этическая категория, она не появляется одномоментно, она не падает с неба, как камень лунный, да, она развивается очень долго, она оттачивается столетиями, тысячелетиями, она совершенствуется, она развивается, и таким образом спустя энное количество времени народ начинает обладать неким своим уникальным кодексом чести, как можно назвать это кодексом чести, можно назвать это философией, но чем-то, каким-то моральным ориентиром. Адыга-Хабза, как и любое другое понятие, этическое, там, философское и так далее, оно развивалось долго. Поэтому, когда автор этого канала говорит о том, что Адыга-Хабза было тысячелетиями в устной форме, он врет. Понятное дело, что в любое время, в любом человеческом обществе были какие-то понятия, наверное, какие-то моральные понятия, которые нам могут сейчас показаться, допустим, диковинными, неправильными в наше время. Но это были понятия, допустим, времен раннего железа. Да. Но было ли, допустим, в раннем железе Адыга-Хабза? Я сомневаюсь, что оно было. Поэтому здесь автор не прав. Через рассказы, через воспитание, через ритуалы, через повседневное поведение. Это означает, что он существовал до изобретения письменности и не нуждался в ней для своего воспроизводства. Это тип культурной памяти, который антропологи называют устной традицией высшего порядка. Память, закодированная не в знаках на бумаге, а в самой ткани социальной жизни, в жестах, в интонациях, в правилах поведения за столом и в бою, в отношениях между мужчиной и женщиной, между старшим и младшим, между хозяином и гостем. И вот что поразительно. Черкесы, рассеянные по 50 странам мира, говорящие на языках своих новых родин, турецком, арабском, немецком, английском, сохраняют эту устную традицию с удивительной точностью. Черкесы из Иордании и черкесы из Адыгеи, встретившись впервые в жизни, узнают друг в друге своих. По жестам, по манере поведения, по интуитивному пониманию кодекса. Это не романтика. Это феномен, который исследователи культурной антропологии фиксируют и документируют.
Культурная ДНК, оказывающаяся не менее устойчивой, чем биологическая. Слишком много пафоса, слишком много пафосных речей, прям таких сладостных, не знаю, у меня какое-то отторжение, когда я слышу столько всего уникального и, не знаю, сверхъестественного. Давайте быть реалистами. Вот сейчас, вот в этом отрезке автор канала говорит нам о том, что Хабза, оно сохранилось сейчас, в принципе, там во всем мире, где живут черкесы, что все черкесы соблюдают Хабза, что мы все друг друга понимаем идеально и так далее. Но с некоторыми так и есть на самом деле. Отдельные личности, обладающие какими-то высокими, не знаю, моральными категориями, обладающие там высоким уровнем самосознания, родившиеся там в определенных семьях, обладают, будучи не коренными жителями там Кавказа, то есть будучи там в диаспоре, они обладают такими, скажем так, этническими маркерами сильными, которые характерны для черкесов, скажем так. Но в общей массе, если взять черкесов, проживающих в разных частях мира, там в Турции, допустим, турецкую диаспору, иорданскую и так далее, все-таки мы разные. Мы разные, и это нормально. Нормально, что люди одной национальности, выросшие в совершенно разных как бы типах сред человеческих, нормально, что они разные. В этом нет ничего плохого, зазорного или, не знаю, чего-то другого. Да, мы все говорим там про Адыга Хабза, мы все говорим, что это очень ценно, там, что про все черкесы, но при этом давайте не врать себе, все-таки мы отличаемся друг от друга. Допустим, если взять в качестве примеров евреев, то евреи европейские, там евреи ближневосточные, живущие, допустим, в Египте, там, в Алжире и так далее, горские евреи Кавказа — это совершенно разные евреи. Они говорят на разных языках, они антропологически разные. Они отличаются в плане материальной культуры, они отличаются в ментальном плане, но при этом они называют себя все евреями, да? То же самое черкесы. Черкесы, живущие в Нью-Джерси, живущие там в Германии и так далее. Да, мы все черкесы, но при этом из-за того, что мы росли в разных условиях, у нас есть много разного. Мы пытаемся сохранять какие-то общие этнические маркеры, пытаемся сохранять язык, но иногда и очень часто это получается плохо. Вот о чем я говорю. Давайте признавать очевидные вещи. Иногда нам плохо получается сохранять какие-то наши этнические маркеры, и это не только как бы наша черта черкесская, это в принципе так устроено человеческое общество, и надо это признавать. Итак, что нам говорит эта улика? Генетика подтверждает. Черкесы несут в себе древнейший кавказский генофонд, восходящий к неолитическим земледельцам, чей генетический след практически исчез в остальной Европе и Передней Азии. Лингвистика подтверждает, их язык является реликтом, предшествующим великим миграциям исторического времени. Культурная антропология подтверждает, их устная традиция сохраняется с точностью, несвойственной народам с такой историей рассеяния. 3 независимых научных дисциплины, 3 разных метода. Один вывод. Черкесы — это живой архив. Биологическая и культурная капсула времени, в которой запечатлен мир, существовавший до начала писанной истории. Но если это так, то где же физические следы той... Ай, я хочу промолчать, но все-таки не получается. Настолько автор сказал, вот сейчас закончил говорить, такую пафосную вещь, настолько это прозвучало приторно. Не знаю, даже если я самый там черкесолюб, черкесофил, не знаю, даже если я самый большой там черкесский патриот в мире, столько сладких фраз, сказанных в одну там единицу времени, в одном месте, и у меня уже идет отторжение этого, да. Поэтому все надо говорить в меру. Из-за того, что автор говорит столько всего лицеприятного нам, это не говорит о том, что, во-первых, мне приятно, во-вторых, это не означает, что автор говорит абсолютную правду. Да? Говорить какому-то человеку или какому-то народу много-много приятного, это без проблем. Но вопрос в другом. Что из этого правда, а что из этого ложь? древней цивилизации, наследниками которой они являются. Мы знаем, где их искать. На склонах Кавказских гор стоят сооружения, которые не вписываются ни в одну привычную хронологию. Сооружения, которые строители воздвигали за тысячелетия до того, как кто-либо мог предположить, что на северо-западном Кавказе существует достаточно развитая цивилизация для подобных проектов. Сооружения, которые задают вопросы, на которые у официальной науки до сих пор нет убедительных ответов. Пора взглянуть на следующий вещдок. Есть места на Земле, где история отказывается вписываться в привычные рамки. Места, где камень хранит следы рук, которым нет объяснения в стандартных учебниках.
Места, где археолог откладывает кисточку, смотрит на находку и понимает, что-то здесь не так. Что-то здесь не совпадает с той картиной, которую нам преподавали. Западный Кавказ — одно из таких мест. И сегодня мы отправляемся туда. На склоны гор, в густые леса Адыгеи, Краснодарского края, Абхазии. Туда, где среди деревьев и зарослей стоят сооружения, которым несколько тысяч лет. Сооружения, которые местное население всегда называло одним словом — дольмены. А черкесы называли их испун — дома карликов, или сирпун — дома троллей. Названия, которые сами по себе являются уликой. Народ, живший рядом с этими постройками тысячелетиями, не считал их своими. Он помнил, что они были здесь до него. Так, то есть народ, который жил здесь тысячелетиями, не считал, что эти сооружения его. Он помнил, что они были здесь до него, вот эти сооружения, дольмены. Тут как бы требуется ваше внимание и даже и мое внимание. Смотрите, с начала этого ролика автор нам доказывает, что черкесы жили здесь, на территории западного, там, Северного Кавказа, 8 тысяч лет. Да? Он говорит, что черкесы, его фраза там, черкесы были на Кавказе беспрерывно 8 тысяч лет. Но при этом говорит, что народ, который жил здесь, он не считал эти дольмены своими. Почему? Потому что он называл эти дольмены понятием испуна. Испуна, это карлик, да, то есть какое-то существо низкого роста. Уна — это дом, то есть дом карлика. Соответственно, это название говорит якобы о том, что черкесы воспринимали вот эти дома как не свои. Интересно. Давайте мы тут обратимся к вот этому. Я специально отыскал эту публикацию. Это публикация из телеграм-канала черкесского ДНК-проекта, которая посвящена вот как раз палео-ДНК в дольменах. Вот я вам показывал, вот кавказская GFT34, вот северо-западно-кавказская, вот, о которой я показывал, вот, еще раз повторюсь, начиная с этого уровня, с уровня 4730 лет, мы можем говорить о том, что, скажем так, ветка группы G2A2 появилась на Западном Кавказе как автохтонная. Вот это, скажем так, наша часть ветки группы G2A2. Теперь смотрим. Вот в местечке Шушук, это в республике Адыгея современная, было раскопано, не раскопано, а внутри дольмена были раскопаны человеческие кости, были проведены анализы 5 образцов, вернее, 4 образца там были раскопаны, и они показали такие результаты. Один образец попал вот в GFT34. Вот они. Вот он. Шушук-5. Так, локация Победа, по-моему, станица Победа называется, да. И вот тут написано период. Написано период 1624-1519 года до нашей эры. То есть вот эти образцы глубиной вот в этот возраст. И период поздняя бронза. И теперь смотрим сюда. Вот этот же образец, он описывается здесь. И кроме этого есть еще, смотрите, 3 палеообразца, найденных в дольмене. Это уже другая группа, не G2A2, а J2A. J2A и ее ветка J-SK1317 и так далее. Вот рядом с вот этим G2A2 образцом лежали 3 мужчины из другой группы, и все 3 остальные мужчины были одной и той же группы. Вот эти 3 J2A образца, они автохтонно-кавказские. Они автохтонно-кавказские, и они старше, чем вот это палео-ДНК. Да? То есть мы тут видим такую картину, что в одном из этих палеодольменов были найдены кости 4 индивидов, если говорить по-научному. И эти 4 индивида, скажем так, были проанализированы, их кости были проанализированы, сделаны палео-ДНК-исследования, и эти исследования выявили, что все 4 образца находят корреляцию с современными черкесами. То есть черкесы имеют прямую связь с дольменной культурой. Скорее всего, именно они, скажем так, и построили эту дольменную культуру. А тут, вот тут, если возвращаться к этому периоду,
к этому отрывку. С этими постройками тысячелетиями не считал их своими. Он помнил, что они были здесь до него. Не считал своими, он помнил, что они были до него и так далее. То есть тут автор отказывает в том, что абхазы-адыги это строили, да, может, даже, не знаю, может, адыги это строили, может, абхазы-адыги, ну, неважно. Ну, тогда куда это деть? Куда деть? Вот эти палео-ДНК-образцы, если черкесы не принимали участие, черкесы не принимали участие в том, что называется, это как бы дольменная культура. Во-первых, автор противоречит сам себе, да, и, во-вторых, он противоречит вот этим данным, которые у нас есть. Это современные данные, по-моему, это появилось 2 года назад в обороте научном. Это совершенно новые данные, и они, как бы, ну, к сожалению, как бы мало изучаются и не вводятся в научный оборот в рамках каких-то академических статей научных в России. Но были ли? Давайте разберемся с вещдоками. Дольмены Западного Кавказа — это мегалитические погребальные или ритуальные сооружения, построенные из огромных каменных плит. По приблизительным подсчетам, на территории от Таманского полуострова до Абхазии сохранилось от 3 до 3,5 тысяч дольменов. Датировка большинства из них — 3-2 тысячелетие до нашей эры, то есть от 3 до 5 тысяч лет назад. Остановитесь. Осмыслите эту цифру. Когда строились кавказские дольмены, египетские пирамиды в Гизе только что были возведены или... Давайте вернемся к теме дольменной культуры. Вот я тут показывал вот эти палеообразцы из дольменов Шушуки. И вот у нас эта ветка вот здесь вот есть, и этот Шушук и так далее. Теперь дело в том, что дольменная культура есть не только на территории Кавказа, она есть, допустим, на территории Европы, Западной Европы, допустим, в Испании, там, в Португалии и так далее. Она есть и в Азии. И вот дольмены, которые есть в Европе, и дольмены, которые есть на Западном Кавказе, они очень похожи друг с другом, полностью, я бы сказал, даже как бы это, скажем так, одно и то же. Но дело в том, что европейские дольмены, они старше, чем западнокавказские дольмены. Зафиксируем этот факт. Теперь вспомним ту информацию, которую я говорил ранее, о том, что, скорее всего, наши, скажем так, G2A2 пришли из Европы. Если допустить как бы эту вероятность, и если, скажем так, присовокупить к этому то, что европейские дольмены старше, чем кавказские, скорее всего, вот эти G2A2 ребята, которые пришли из Европы где-то 5000 лет назад, они и принесли сюда, на Кавказ, вот эту дольменную культуру. Они принесли ее сюда, и, соответственно, хронологически это все друг с другом замечательно увязывается. Во-первых, приход G2A2 европейских из Европы на Кавказ – это увязывается хронологически как бы с тем, что в Европу пришли индоевропейцы современные. И это увязывается с тем, что культура дольменов в Европе более старая, чем на Кавказе. Соответственно, ну, как бы надо предполагать, что, скорее всего, все-таки в этом случае Кавказ является как бы вторичным очагом развития дольменной культуры. Она пришла из Европы. И, скорее всего, культуру дольменов на Кавказ принесли вот эти GFT-34. Ну, G2A2, скажем так. И вот у нас тут уже вот появился первый палеообразец из Шушука. В чем проблема? Проблема в том, что, к сожалению, палео-ДНК в России очень плохо делаются. И они мало делаются. В принципе, они не вводятся в оборот. Если бы у нас была выборка там, в пару сотен образцов со всего Кавказа, образцов, имеются в виду палео-ДНК, если бы была бы какая-то программа там, государственная по изучению палеообразцов, найденных на Кавказе, если бы это все ввели в научный оборот, я вас уверяю, вот эти древа, они были бы перенасыщены этими образцами. Но из-за того, что у нас это плохо делается, у нас есть, к сожалению, вот такие только образцы единичные. Вот все, что здесь есть, допустим, вернее, корововка, это Украина, это Грузия, это Румыния, там, это Российская Федерация Челябинск, это Австрия, это Австрия, это Австрия. Ну, то есть европейские образцы в основном тут есть, а кавказских тут очень мало, это очень плохо. еще строились. Стоунхендж в Англии находился в процессе сооружения. Троянская война, которую мы считаем глубокой древностью, произойдет еще только через 1000 лет.
Западный Кавказ в это время был не диким краем на обочине цивилизации. Он был, судя по тому, что там строили, местом, где существовало организованное, технически грамотное и, по всей видимости, достаточно многочисленное общество. Но кто они были, эти строители? Вот где начинается главная детективная загадка этой части расследования, потому что официальная наука дает ответ расплывчатый и, честно говоря, не слишком убедительный. Строителей кавказских дольменов принято связывать с так называемой майкопской культурой и род. Нет, абсолютно не так. Этого не может быть, скорее всего, потому что майкопская культура и майкопцы это более аутентичное, более архаичное явление, чем дольменная культура и дольменщики. Поэтому майкопцы могли влиться в состав дольменщиков, скажем так, то есть произошла, скажем так, интервенция дольменщиков, вот этих Ч2А2 на Кавказ из Европы. Здесь уже к этому моменту были майкопцы, у которых, допустим, много было J2A. Они могли этих J2 ассимилировать и, скажем так, сделать с частью как бы своего круга. Но в этом случае мы говорим о том, что часть майкопцев превратилась в дольменщиков, но ни в коем случае там мы не можем ставить знак равенства между дольменой и майкопской культурами. Это, во-первых, разные культуры. Да? Майкопцы не строили дольменов, майкопцы строили, у майкопцев есть эти курганы, очень богатые золотыми украшениями. А в то же время дольменщики, скажем так, ну, дольменная культура, она, мне кажется, не изобилует там какими-то супердорогими какими-то золотыми изделиями, но дольменщики строили очень интересные, сложные конструкции. Вот эти плиты они складывали, искусно очень делали. Это разные культуры. Одна сменяла другую, но эти две культуры, они не были на Кавказе параллельно, они были друг за другом. И, соответственно, вот эта смена культур, она, я думаю, происходила, ну, скажем так, довольно... этого, ладно, этого мы не знаем, поэтому я не буду как тут фантазировать. Идем дальше. Родственными ей культурами бронзового века. Но кем были носители этих культур в этническом и лингвистическом смысле? Вопрос, на который до сих пор нет окончательного ответа. И вот тут наша цепочка улик начинает складываться в поразительную картину. Помните генетические данные? Гаплогруппа G2A, доминирующая у черкесов и характерная для неолитических земледельцев Кавказа. Так вот, генетический анализ останков из майкопских погребений, проведенный в последние годы, показывает высокую долю именно этой гаплогруппы. Это не случайность. Это полная ерунда, мне кажется, потому что те палео-ДНК, которые есть из майкопских курганов, там нет гаплогруппы G2A2. Когда здесь, на Западном Кавказе, на Северном Кавказе была майкопская культура, это 5-6 тысяч лет назад примерно, тогда здесь, на Кавказе, скорее всего, еще не было G2A2, скажем так, ребят, G2A2 индивидов. Они появились здесь позже. Поэтому в палео-ДНК майкопских образцов нет кавказских G2A2, они там не могли быть. Ну, допустим, есть одно палео-ДНК, европейское G2A2, я тут как делаю акцент, не кавказское, вот это GFC34, как бы палео-ДНК, а вот европейское вот этого уровня европейского уровня палео-ДНК есть, скажем так, в одном из вариантов майкопской культуры, которая называется новособорницкая культура. Но это другая ситуация. И, скажем так, интервенция вот этих и прибытие вот этих G2A2, европейских G2A2 на Кавказ из этих веток, она никак не была связана, скажем так, с прибытием на Кавказ вот этих наших современных автохтонных GFT34, вот этих. Поэтому, когда автор говорит, что в майкопских курганах обнаруживается много-много палео-ДНК G2A2, он говорит вам неправду. Это не так. Их там вообще нет. Это связь. Строители кавказских мегалитов. Скажем так, их пока нет. Я говорю по данным там на 28 апреля 2026 года. Что будет завтра, я не знаю. Но вероятность появления именно кавказских веток G2A2 в составе майкопских образцов просто минимальна. И предки черкесов несут одну и ту же генетическую метку. Это означает, что между народом, возводившим дольмены 5000 лет назад, и народом, который жил на этой же земле в XIX веке, существует прямая биологическая преемственность. Черкесы — потомки строителей дольменов. Не в метафорическом смысле, в буквальном. Ну вот здесь он говорит, что черкесы там потомки строителей дольменов, а чуть раньше он говорил, что черкесы там, ну, не помнили, как бы, не знаю,
этих как бы строителей и так далее. Вообще, как это могло быть? Почему у черкесов появилось название Испуна в языке, как я это себе представляю? Тут как бы я не претендую на истинность, но просто я моделирую ситуацию, которая могла быть. Представим себе Западный Кавказ, вот 3-4 тысяч лет назад, там живут вот эти G2A2, которых мы сегодня рассматриваем, они там строят дольмены, у них все хорошо, их культура процветает, и все идет таким как бы чередом, но потом случается нечто. Это нечто, допустим, какая-то эпидемия, чумы, чего угодно, да, и население выкашивает. Это могла быть военная интервенция других людей. Их вот этих дольменщиков вырезали. И что произошло? Передача информации и передача культурной информации прерывается. Из-за чего? Из-за того, что произошел демографический спад, катастрофа произошла демографическая, просто не осталось людей, которые бы передавали информацию о том, как делать дольмены и для чего делать дольмены. Ну и в таком случае получается, что мы как бы теряем вот эту нить связи со своей культурой. Вот произошла эта ситуация, там катастрофа, и забылась эта как бы культура строительства дольменов. Потом прошли столетия, там пришли другие народы, влились в эти G2A2, много чего произошло, и память о том, кто строил эти дольмены и для чего это строилось, размылась. Люди, предки которых это строили, забыли, для чего они это делали. И в этот постдольменный период в их языке могло появиться название этих сооружений в таком художественном плане. Да? У людей богатая фантазия, и из-за того, что есть такие маленькие дырки низкого уровня в этих дольменах, люди могли сказать, не знаю, в качестве байки для своих детей, что вот там жили карлики какие-то в этих домах, и таким образом название Испуна, дома карликов, закрепляется в как бы языке этого народа, да? Это могло произойти таким образом, и все. То есть, скорее всего, название Испуна — это довольно новое название для этих как бы сооружений. Я не верю, что название Испуна, оно было тысячелетиями, и оно сохранялось, передавалось, не знаю, столько времени беспрерывно и дошло до наших дней. Я думаю, что это довольно новое понятие, а то, как это называлось в старые времена, когда дольменщики были, скажем так, в расцвете своих сил, ну, этого уже никто не знает. Генетически подтвержденном смысле. Но вернемся к самим дольменам. Потому что в них есть детали, которые заставляют задавать неудобные вопросы. Первый неудобный вопрос. Как? Типичный кавказский дольмен состоит из нескольких каменных плит, весом от нескольких тонн до 20-30 тонн каждая. Плиты обработаны с точностью, которая при использовании только каменных и деревянных инструментов должна была требовать колоссальных усилий и времени. Они подогнаны друг к другу так плотно, что в щели между ними невозможно просунуть лезвие ножа. Фасадная плита содержит круглое или овальное отверстие правильной формы, явно вырезанное, а не выбитое. Для народа, которому официальная история приписывает лишь примитивные каменные орудия, это технический подвиг, объяснение которому наука до сих пор не дала исчерпывающего ответа. Но это еще не самый неудобный вопрос. Второй неудобный вопрос. Зачем? Дольмены Западного Кавказа не единственные мегалиты мира. Мегалитические культуры существовали в Западной Европе, на Ближнем Востоке, в Индии. Да, Западной Европы и Западная Европа мегалитическая культура, там эта культура более старая, чем на Кавказе. В Корее. И вот что поразительно. При всей географической разобщенности этих культур, их мегалиты демонстрируют поразительное структурное сходство. Ничего удивительного здесь нет, потому что, во-первых, мы точно обнаруживаем связь с Европой генетически, со старой Европой до индоевропейской. Поэтому, как я сказал, если мы предположим, что G2A2 европейские пришли на Кавказ и принесли с собой культуру дольменов, то ничего как бы непонятного тут есть. Как бы обыкновенная миграция, которых за всю историю как бы человечества было множество, поэтому ничего такого здесь нет. И в конечном счете, да, если мы берем всех людей в мире, то для всех законы физики одинаковые. А если ты хочешь там положить плиты таким образом, то ты положишь как бы эти плиты, как бы, ну, наверное, их положат одинаково и в Корее, и, не знаю, и на Кавказе, и в Европе. То есть, если мы говорим о том, что человек, он везде одинаков, что законы физики везде одинаковые, ничего удивительного в том, что плиты там квадратные формы были сложены в одинаковом виде, ничего такого нет. Ну, естественно, а как еще их складывать, если не так? Те же принципы конструкции, те же пропорции. Та же базовая идея — большая замкнутая каменная камера с входным отверстием, ориентированная по сторонам света. Как объяснить это сходство? Были ли между мегалитическими культурами контакты, о которых мы не знаем? Или существовала некая общая идея,
общий архетип, который независимо возникал в разных частях света? Ответа нет. Но вопрос сам по себе указывает на то, что наша картина древнего мира не полна, что между культурами бронзового века существовали связи и контакты, которые мы еще не научились читать. Теперь третье. Самая захватывающая деталь наших вещдоков — майкопская культура. Именно о ней нам нужно поговорить отдельно, потому что она является ключом к пониманию того, что происходило на Западном Кавказе в третьем тысячелетии до нашей эры. Майкопская культура — археологическая культура, существовавшая на Северном Кавказе примерно с 3700 по 3000 год до нашей эры. Названа по кургану, раскопанному в городе Майкоп, столице современной республики Адыгея, в 1897 году русским археологом Николаем Веселовским. То, что Веселовский обнаружил в этом кургане, потрясло научный мир. В погребальной камере лежали останки человека, окруженные предметами такой изощренности и художественного совершенства, что поначалу возникло подозрение. Майкопские курганы действительно были очень богатыми, безусловно, тут вопросов нет. Там было найдено много уникальных предметов, поэтому в каком-то смысле здесь автор прав. Но эта ситуация, мне кажется, не уникальная, потому что в этот же период, я думаю, раскапывались вернее, раскапывались, мне кажется, и другие как бы курганы, другие захоронения такого же возраста в других частях света. Поэтому это очень интересно, это очень достойно, но это не так уникально, как это хочется сказать автору. На самом деле, мне кажется, я могу уже здесь останавливать как бы этот ролик. Там дальше вот где-то минут 10-15 автор рассказывает про мамлюков, про то, как черкесы, живя в Египте, скажем так, захватили власть и стали правителями Египта. Эту как бы эту историю мы знаем, поэтому я не хочу как бы эту тему затрагивать. Для нас, мне кажется, это довольно понятная как бы ситуация. Поэтому я это пропускаю. Ну, а дальше как бы в заключении своего этого ролика автор рассказывает нам о том, что черкесы уникальны, что они сохранились, что они молодцы, что они пережили геноцид и так далее. Ну, то есть довольно общие слова, формулировки, сладостные речи, все то же самое, что вот и все это время, пока я вел этот эфир. Поэтому, чтобы просто не занимать ваше время, я просто дальше все это опускаю. И я думаю, что этого материала, который я привел, достаточно для того, чтобы вы поняли мою позицию. Просто в качестве как бы такого завершающего штриха я бы хотел просто озвучить перечень фраз, которые я не поленился и выписал. Это фразы и слова, которые, скажем так, были использованы автором во время этого ролика. Ну, просто набор фраз, допустим. Правда начинается с вопроса, который мало кто осмеливается задать вслух. Дальше. Вторая цитата. С изумлением обнаружили. Вдумайтесь в эту цифру. Один из самых сложных в мире кодексов чести. Ответ неудобен для очень многих. Вы увидите картину, которую вам никогда не показывали в школе. Народ, который создал культуру, опередивший свое время. Просто вдумайтесь в цифры, которые приводит исследователь. Катастрофа, не имеющая аналогов. Изумленные донесения. Нечто, что не укладывалось в привычные военные категории. То, что он видит, не вписывается в привычную картину миграции и завоеваний. Дальше, которая в современном мире почти не встречается, заставляет пересмотреть всю картину заселения Кавказа и Европы. Генетический маркер, который во всем остальном мире почти исчез. Вдумайтесь в масштаб этого открытия. Это лингвистическая загадка мирового масштаба. Она настолько необычна, что лингвисты до сих пор спорят, как описывать ее в рамках существующей теории, которая переворачивает всю картину с удивительной точностью. Короче, вот весь этот подкаст, одни и те же фразы. Просто я выписал просто вот эти формулировки, с которыми говорил автор. Все эти фразы, они повторяются из предложения в предложение. Они одинаковые, они чересчур пересващенные и так далее. И самое интересное, да, я оставил наконец, скорее всего, весь этот текст, который вы слушали, написан искусственным интеллектом. Это не человек писал. Я тоже так подумал, исходя из стилистики как бы изложения мыслей. И я поинтересовался у некоторых моих знакомых их мнением. Они тоже сказали, что, скорее всего, это ИИ. И еще 2-3 людей написало мне в комментариях, что это ИИ.
что я этого не понимаю, но я это понимаю. Я понял, что это и. А, в таком случае возникает вопрос, а кто тогда это делал и для чего это делали? Я думаю, что человек, который сделал этот материал, он, скажем так, отдал какой-то нейронке, какому-то искусственному интеллекту энное количество материалов, книг, скормил это все вот этой системе, она это системе переварила все. Дальше этот человек, который написал, ну, скажем так, сделал этот ролик, он дал задачу этой нейронке написать текст, не знаю, статью об истории черкесов, что-то такое. Он дал эту задачу, нейронка это все сделала, да, выдала готовый текст, и автор это просто зачитал. И, скорее всего, зачитал не сам, опять-таки зачитала какая-то система генерации речи. То есть, опять-таки, не живой голос. Если вот я сейчас снова как бы включу экран, если мы зайдем на сайт этого человека, да, тут мы видим, что а, у этого автора, ну, выходят ролики невероятно часто. Вот 1 день назад был один ролик, 3 дня назад был ролик, 5 дней назад там. Условно говоря, каждые 2-3 дня автор выпускает как бы по одному ролику. И эти ролики длятся час, около часа и так далее. Но это невероятная плодовитость. Для того, чтобы живой человек смог сделать такой фронт работы по разным народам, во-первых, этот человек должен обладать просто невероятным объемом знаний. Во-вторых, он должен быть невероятно плодовитен для того, чтобы писать такие тексты так быстро. Ну и в-третьих, это же надо всё зачитывать, да. Ну, поэтому, ну, скорее всего, человек просто берет какие-то источники, закидывает в какую-то нейронку, нейронка готовит для него текст, он зачитывает через какую-то систему генерации речи и закидывает это все в свой канал. И если посмотреть на названия всех роликов, то они все одинаковые. Вот название «Кабардинцы. 4 империи боялись одного народа». Ну, кто боялся кабардинцев? Ну, я сам кабардинец, я люблю Кабарду, кабардинцев, кабардинский диалект, там все люблю. Я думаю, что мы были вполне себе уважаемым народом, и сейчас, наверное, надеюсь, нас уважают наши соседи и так далее. Я думаю, что мы дали нормальную культуру этому миру, как бы это ни прозвучало пафосно. Но кто нас боялся? Какие империи? Османская империя боялась кабардинцев? Кто нас боялся? Я не совсем понимаю. Итальянцы, там, эстонцы, последний народ старой Европы. Черкесы, то, что мы сейчас смотрели, что скрыли от всего мира. Тайны ассирийцев, там, они здесь 10 тысяч лет, таргинцы. Вот тоже, видимо, самые старые, как и мы, черкесы. Вот иши, их вычеркнули из истории. Туркмены, история украдена. Короче, у всех все украли, все самые старые, все самые кайфовые, классные, самые прекрасные, плодовитые, у всех самые лучшие кодексы чести, у всех самая древняя ДНК, все самые-самые-самые супер-пуперы и так далее. Вот. Это уровень подачи материала этого автора. Не знаю, может, я был слишком как бы эмоционален, особенно в конце, но это как бы, я не знаю, я смотрю на всю эту картину, и у меня как бы других мыслей не возникает. Может быть, я бы не обратил внимания на эту ситуацию на самом деле, но просто я увидел, какое количество комментариев под этим роликом о черкесах. 34 тысячи просмотров, это довольно много. Да, там больше 1000 комментариев, по-моему, здесь есть. Сейчас посмотрю, сколько забыл. 1114 комментариев. Ну, то есть, как бы, мои соплеменники счастливы, довольны как бы этим роликом. И я решил, что надо хотя бы один раз, скажем так, дать альтернативную точку зрения. Вы можете со мной не согласиться, я как бы оставляю это право вам полностью, да. Вы можете посчитать, что вот этот автор, его манера подачи информации, там его информация более правдивая. Это полностью как бы ваш выбор, ваше мнение, я его уважаю в любом случае. Но я думаю, что в любом случае в информационном поле всегда должно быть альтернативное мнение. Да, вот я сегодня попытался дать какое-то альтернативное мнение. Надеюсь, что это хотя бы было интересно. Да. Вот, надеюсь на ваши отклики, на ваши комментарии. И, пользуясь случаем, я приглашаю всех участников, всех, не знаю, желающих принять участие в моем проекте «Гаражора».
Уже как бы больше месяца я занимаюсь этим проектом. Мы восстанавливаем, реконструируем, скажем так, в еженедельном формате образ жизни черкесов, который был в конце 18-19 веков. Каждую неделю там я записываю один подкаст в прямом эфире, рассказываю моим как бы участникам проекта о том, если, допустим, у нас сейчас на дворе апрель, да, я рассказываю о том, чем занимались черкесы в 18 веке, в конце 18 века, в это время. Да. Я это реконструирую на основе данных этнографии. Вот я использую очень часто генетику. Я обращаюсь к лингвистике, я обращаюсь к этнологии, к археологии, там, то есть к разным как бы областям знаний для того, чтобы сделать такую полную картину черкесской жизни конца 18-го, начала 19 веков. Проект коммерческий, я это писал и в социальных сетях, но цена там, я думаю, вполне себе адекватная, 1000 рублей в месяц, но при этом я оставляю как бы право для каждого желающего понижать эту цену до такого уровня, которое было бы приемлемым для этого человека. Для того, чтобы, скажем так, каждый из вас потянул в финансовом плане участие в проекте. Да. Вы можете хоть до 100 рублей там, опустить цену и вступить в проект. Это ваше право. Я буду очень рад любому участнику на любых условиях. Поэтому, если у вас есть желание, скажем так, поучаствовать в проекте, приглашаю вас. Можете написать мне в личку. Вот так, надеюсь, все. Я был, наверное, многословен, но этого требовала ситуация. Прошу понять и простить. Ладно, всего хорошего, до свидания. Всего вам самого замечательного. Лучше.